исторические источники, которые имеются в нашем распоряжении, довольно скудные и отрывочные. К сожалению, не сохранилось полных историй, где рассказывались бы жизнеописания тех или иных ханов, правителей, что-то типа, допустим, плутарховских там сравнительных жизнеописаний. Поэтому сведения о тех или иных личностях разбросаны по многим сочинениям, и, как правило, это такие отсылки, в связи с какими-то историческими событиями, важными для летописца, хроникера. Очень часто есть лакуны, очень часто просто излагаются некоторые факты, и вот у нас есть в распоряжении несколько фактов, а для того, чтобы их как-то связать между собой, нужно некоторое воображение и определенная логика выстраивания вот этого исторического процесса. И очень часто в поздних источниках мы имеем гораздо более связанный рассказ об этих событиях, о которых современники писали довольно скупо. И они действительно выглядят довольно логично. Это очень часто воспринимается современными историками как свидетельство того, что в распоряжении, например, того же хивинского хана Абуль-Гази начала 19 века были какие-то сведения, он-то знал точно. Хотя я думаю, что на самом деле он просто включал обычную логику и, как и мы, домысливал это самое событие. Никаких особых фактов, я даже думаю, что он знал гораздо меньше, но какие-то легенды, предания, что-то там такое, кто-то ему рассказывал, что-то он помнил. И вот это все наслаивается на образ и на жизнеописание того или иного правителя. И, конечно же, когда мы будем говорить о Берке, это все необходимо иметь в виду. Итак, можно первый. Берке был, как известно, сыном Джучи, внуком Чингисхана, и был младшим братом Бату. Здесь надо сказать, что когда мы говорили в предыдущих лекциях о престолонаследии, отмечали, что у монголов практиковалась передача наследования не по прямой линии, как это принято было в европейских монархиях, то есть от отца к сыну, а по такому древнейшему принципу, который был распространен во всех древних обществах, от отца к дяде. То есть власть передавалась старшему в роде, а не прямому наследнику того или иного правителя. И поскольку сведений о начальном этапе жизни того же Берке очень мало, пожалуй, что-то мы знаем только из сообщений Рашид-ад-Дина, который очень скрупулезно собирал вот эти сведения и составил генеалогии всех чингизидов. Вообще он, конечно, поставил перед собой очень сложную и серьезную задачу, и до конца жизни сохранилось несколько списков вариантов вот этих самых генеалогических таблиц, где он выписывал все известные ему сведения, изменял их, что-то дополнял. И только благодаря этому мы знаем несколько больше, чем нам дают просто источники.
Так вот, самый важный факт из жизни Берке хана, даже не то, что он родился, ну, примерно где-то в 1209 году, а что, по крайней мере, считается, что его матерью была правительница из дома Хариншахов, которая родила им 3 сыновей: Берке, Берчикара и Бури. Ну и вот, скорее всего, поскольку она была мусульманкой, то и она, очевидно, с детства передавала сведения о исламе своим сыновьям. Следующее. Ну, из детства его мы можем, ну, только предполагать, что он имел обычное детство, характерное для сыновей правителя, ну, кочевого степного государства, то есть учился ездить верхом, занимался какими-то военными упражнениями. Ничего нам не известно о том, какое он в действительности получил образование. Хотя не исключено, что начальную грамоту, в связи с тем, что он был мусульманином, но какие-то начальные знания, связанные с исламом, с письмом арабским, он, конечно, получил. Когда он стал гораздо старше, очевидно, что его образование продолжили исламские шейхи. Ну, об этом мы скажем чуть попозже. Следующее. Он был еще достаточно молодым человеком, но участвовал в западном походе, который был организован Бату и был поддержан всеми чингизидами. И он участвовал в походе на Русь. Очевидно, он был как-то связан с позже великим ханом Мунке, осаждал Киев, а потом вместе с Бату, вместе с его корпусом, где он командовал каким-то корпусом, тюменом, участвовал в походе на Венгрию. И источники, в частности, Гильем Рубрук и ряд других западноевропейских источников упоминают именно Берке как одного из полководцев монголов, которые воевали в Венгрии, потом осаждали крепости в Далмации, пытаясь захватить короля Бела II, короля Венгрии, с тем, чтобы окончательно прервалась королевская династия Венгрии и монголы могли закрепить свою власть. Но это, к сожалению, не удалось. Прежде всего потому, что в это время как раз умирает великий хан Угадей, и всех чингизидов звали на Курултай, где должен был быть выбран новый правитель. Новый правитель был выбран, это был Гуюк, сын Угадея, который был, ну, прямо скажем, ненавистником джучидов и особенно Бату, ну и, конечно, в определенной степени ненавидел он и Берке. Я уже говорил, что очень хорошо психологически вот этот момент, который нам известен из летописей, проработан в романе Василия Яна «К последнему морю» и «Батый», где как раз показаны причины, психологические причины. Я думаю, что в этом смысле как раз Ян, который внимательно читал источники и восстанавливал вот эту самую связь между вот этими сообщениями и неким психологизмом своих героев, то он достаточно верно отмечает, по крайней мере, исторически к этому придраться очень трудно. Следующее.
Ну, после того, как э, вернулись монголы в Восточную Европу, началось установление вновь завоеванного государства. Собственно, происходит становление из небольшого улуса на Всемиречье и в Прииртышье. Государство разрастается до огромной империи от берегов Дуная и фактически до Алтая, ну и на севере от почти Северного Ледовитого океана, по крайней мере, таежной зоны, и на юге до Кавказского хребта и даже Закавказья и Южного Приоралья. На этой всей территории происходило не просто установление власти, но устанавливались административные границы, передавались уделы правления аристократии, которая участвовала в завоевании. Ну и в частности вот Берке был выделен улус где-то на Северном Кавказе. Фактически это был один из самых богатых уделов, и я объясню почему. Дело в том, что вот в это время активно начинает развиваться Великий Шелковый путь, который за несколько десятилетий до этого фактически прекратит свое существование, поскольку крестовые походы и непрерывные войны, которые шли после того, как Салах ад-Дин отвоевал Иерусалим, на Ближнем Востоке происходили военные столкновения, караваны не ходили, караваны часто грабились. Ну, а после того, как в эти события вмешался французский король Людовик IX Святой, дело вообще усложнилось. Он напал на Египет мамлюкский, потерпел поражение, попал в плен, ну и хотя выкупил себя из плена ценой невероятных усилий и потерял почти всю свою армию, он скрывался на Кипре, пытался организовать новый крестовый поход. И в это время установилась монгольская власть над значительной частью Китая, прежде всего северной и частью центрального Китая. И те огромные запасы шелка, которые были там, начали двигаться по торговым путям. А поскольку не было никаких уже торговых, таможенных преград, границ, то караваны стали двигаться беспрерывно и со скоростью курьерского поезда. Западноевропейские путешественники Гильем Рубрук и Плано Карпини говорят, что они дошли от городов Нижнего Поволжья до Каракарума за 102 дня. Ну и они шли довольно неторопливо, делая где-то 50 километров в сутки, большие перерывы. Ясно, что гонцы вообще двигались в 10 раз быстрее. А караваны двигались, конечно, поскольку они делили этот участок на небольшие участки и двигались гораздо более быстро. То есть караван не шел из Каракарума, допустим, в города Причерноморья. Он шел, значит, какой-то 2-3 дня, он перегружал товары, возвращался, а в это время другой караван двигался уже дальше. Поэтому скорость возросла. И вот вся эта масса товаров стала нависать и скапливаться в городах, портах Причерноморья, Северного Причерноморья, и шла через перевалы Кавказского хребта. Ну и вот как раз именно там и был удел как раз Берке. Очевидно, что он в это время не просто осознает себя мусульманином, представляется мусульманином, но и все его окружение действительно принимает ислам. Вот, в частности,
Гильем Рубрук, который посетил его ставку и был у него на Перу, он прямо говорит, что там выполняются все мусульманские обычаи, не едят свинину. И говорит, что там как раз следует многим исламским обычаям. Ну, тут, конечно, надо иметь в виду, что монголы вообще редко, конечно, едят свинину. Поэтому я думаю, что этот запрет, который специально подчеркивал Рубрук, для монголов был не так, в общем, обременителен и не так сложно его исполнять. Потому что свинью где-нибудь в степи найти было довольно сложно. Но тем не менее, то, что было подчеркнуто, и он это все записал, это говорит о том, что это как-то специально подчеркивалось. Так вот, сохранились известия о том, что среди тех, кто обучал его, был суфийский шейх Сайф-ад-Дин Бахарзи. Несколько синхронных источников современных Берке как раз пишут об этом, что заставляет думать, что действительно он сыграл важную роль в становлении Берке именно как правителя мусульманина. Следующий. Определенные изменения в судьбе Берке произошли в 1251 году, когда умирает Гуюк. Здесь есть большая интрига, но я не буду ее рассказывать, там тоже детективная история. По некоторым сведениям, брат Бату и Орду, Шибан, по слухам, приехал на пир и поссорился с Гуюком, великим ханом, и проткнул его ножом. Ну, другие источники как-то не повторяют этих слухов, но тем не менее, как-то вот есть такая точка зрения. Как бы то ни было, но Гуюк умер, и встал вопрос о новом хане. И вот тут разгорелась нешуточная борьба. Дело в том, что к этому времени великое монгольское государство фактически распалось на несколько улусов. И вот улус великого хана, он представляли угадеиды, которые хотели оставить за собой и власть великого хана. Но все другие сыновья и потомки Чингисхана выступили резко против. И вот Бату послал на Великий Курултай не просто своего сына Сартака и брата Берке, но еще подкрепил это самым весомым аргументом в 30 тысяч хорошо вооруженных всадников. Я уже тут говорил, что как по этому случаю уговаривал знаменитый Дон Корлеоне из последнего Дона, что добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом. Вот очевидно, что Бату-хан прекрасно понимал все это, и действительно ему удалось не просто добиться избрания нужного хана Мунке, но и казнить его недоброжелателей из рода угадеидов, и улус угадеидов был разделен между тремя другими родами чингизидов. Надо сказать, что Берке, очевидно, был дружен с Мунке. Мы уже говорили, что он участвовал, в частности, в осаде Киева. То есть они были еще и такими военными побратимами. Следующий. Этот успех сделал Берке не просто одним из влиятельных правителей, но и что он был одним из таких важных деятелей, которые могли определять политику. После смерти Бату это стало особенно важным. Произошел целый ряд мятежей, заговоров, о которых мы говорили на прошлой лекции, в результате которых к власти пришел все-таки хан Берке. А его
конкуренты, сыновья Батухана были убиты. И он начал свое правление в 1258 году с определенных реформ. То есть он, хотя и был мусульманином, и внедрял ислам, и устанавливал такие исламские правила, но государственная власть в монгольском государстве, в Рус-Джучи, была равноудаленной от всех религий. Здесь надо понимать, что хотя хан был или буддист, или мусульманин, или православный несторианин, тем не менее государственная политика от этого не менялась. И даже более того, источники, в том числе и армянские, и русские, говорят, что никаких привилегий, в общем, не были установлены. Привилегии были установлены для всех религий. Ну, например, тот же самый Берке был одним из тех, кто способствовал установлению, созданию православной епархии в Сарае. Реформа управления русскими землями в это время претерпевала другие изменения. После того, как была проведена перепись населения, были назначены такие баскаки, которые собирали дань с этой самой территории, которые получали списки населения этой территории и должны были брать определенную дань. Очень часто, как и на Востоке, так и здесь, были люди, которые заранее выплачивали ханскую казну определенную, ту часть, подать, которую должны были собирать с этой территории, а сами ехали на эту территорию, и собирали чуточку больше, значит, особенно с тех, кто вовремя не мог заплатить. И понятно, что это было довольно разорительно для вот этих самых территорий. Это была одна проблема. Вторая проблема, которая тоже в это время выяснилась, определилась, было то, что, как и раньше, за ярлыками русские князья должны были ездить не в Сарай, а в Каракарум. Поскольку, хотя они фактически находились во власти ханов Рус-Джучи, формально они должны были получать ярлык на княжение, в том числе и на великое княжение, у великого хана. Именно он был главным распорядителем этих самых земель. И вот эти путешествия были очень обременительны и часто заканчивались смертью того или иного русского князя, но в силу многих разных причин, включая как недовольство аристократии около великоханской тем, что тот или иной князь больше, значит, склоняется к подданству хану Рус-Джучи, чем великому хану. Но и вот эта вот двойственность положения, она вела к кризису, который должен был как-то разрешиться. Следующий. Так, перескочили. Вернемся. Да. И Берке попытался огородить ханов и стал выдавать им ярлыки, и, пользуясь покровительством хана Мунке, перестал отправлять русских князей в Каракарум за великими ярлыками, а довольствовался своими. Особых сведений у нас про это нет, но вот путешествия практически вот эти самые прекратились. Интересно, что в качестве такого довеска, что он действительно не просто управлял и устанавливал, так сказать, татарское иго над русскими землями, но и во многом являлся защитником. В русских лекциях есть один факт, что ливонские рыцари собрались в поход на
Псков и Новгород и собрали значительную армию, а у новгородцев уже там было недостаточно сил для отпора. И они обратились к хану, что пора выручать, что-то такое. И хан посылает посла с небольшой свитой, и узнав об этом, ливонцы отправили, значит, в послов и заключили мир, потому, значит, как это было и до, значит, вот этого конфликта. То есть одного прихода посла и то, что власть здесь татарская, было достаточно для того, чтобы это самое прекратить военные столкновения. Ну и, как я уже говорил, именно при Берке, хотя он был мусульманином, была открыта первая православная епархия в Сарае в 1261 году. Следующий. Особое внимание Берке уделял не только северо-восточной Руси, но и главным образом Южной Руси. Дело в том, что там правил довольно сильный, активный и самостоятельный князь, как Даниил Галицкий, вплоть до того, что папа Римский обещал ему даже королевскую корону, если он поднимет меч против татар и вступит в крестовый поход против татар, которые не оправдали ожидания Запада и стали воевать не с мусульманами, а в общем больше блюли свои какие-то интересы. Но к чести Даниила Галицкого надо сказать, что он отказался, но самому выстоять против совместного движения венгров, поляков, и еще если у него в тылу будет войска неспокойные и Улус-Джучи, он вынужден был искать союз, и он заключил союз именно с Улусом-Джучи, признал власть, и еще при Бату-хане пришел, поклонился, значит, признал свою вассальную зависимость. После его смерти его сыновья фактически стали уже настоящими вассалами, участвовали вместе с войсками Улус-Джучи в войнах против Польши. Ну, самый крупный поход был в 1259 году, когда татарские войска разорили всю Малую Польшу, осадили и захватили центр Малой Польши, город Сандомир. Некоторые историки даже считают, что это попытка Берке возобновить западный поход, но в таком миниатюре. Но оказалось, что это очень сложно. И несмотря на успех вот этого похода, на самом деле дальше завоевательные походы не развивались. Но в результате Галицкая земля была полностью присоединена к вассальным владениям Улус-Джучи на Руси. Следующий. Но самый большой конфликт и, собственно говоря, откуда мы черпаем многие сведения о самом Берке и его наследниках, это война с хулагуидами. Это, я думаю, что это большая отдельная тема, там много разных ответвлений. Нам важно отметить несколько деталей. Прежде всего, благодаря этой войне были установлены дипломатические отношения Улуса-Джучи с мамлюкским Египтом. И, собственно, мамлюки, которые были происхождением из территории Улуса-Джучи, частью это были кипчаки, частью адыгские народы. И они взяли власть в Египте и были непримиримыми противниками Хулагу. На первых порах, когда Хулагу совершал свои завоевательные походы, он завоевал Хорасан, Иран, вторгся в Сирию и дошел до Палестины,
его поддерживали несколько корпусов, которые были отправлены еще Бату в поддержку, значит, Хулагу. Ну, в свое, ну, как, поскольку это был объявленный общемонгольский поход, то все чингизиды должны были участвовать. И вот, поскольку Улуджучи был завоеван то же самое совместными усилиями всех чингизидов, то и этот поход тоже был именно таким совместным походом. Но надо сказать, что Хулагу ответил батуидам черной неблагодарностью. В один прекрасный момент он отказался выделять Улус и какую-то территорию. Ну, в частности, речь шла о Тибризе и северном Азербайджане. И окружил и уничтожил джучидов и их полководцев. Ну, и небольшая часть их только прорвалась в Египет, где влилась в число вот этих самых мамлюков. После этого, конечно, война была неизбежной. То есть получилось так, что все усилия, которые потрачены были джучидами на поддержку завоевания этой территории, и они хотели взять вот этот кусок, почему был важен Тибриз, это тоже кусок Великого Шелкового пути. Пошли прахом, и, ну, осталась только война. Ну и сближало, конечно, Египет и хана Берке, то, что они были мусульманами, и всячески султаны Египта провоцировали Берке, говорили, что ты меч ислама, который должен доказать, что сила правоверных у нас по-настоящему, значит, сильна, и что мы должны сокрушить этих самых язычников-варваров. Ну и особенно приглашать много, значит, джучидов не нужно было. И война таки разгорелась. Следующий. Да. Нет. Вернемся. Да. Много источников и много литературы написано. Вот короткое сообщение, вот вы видите, такое. Об этом написаны труды, которые вот такие толстые, значит, где описываются во всех подробностях, во всех историографических деталях. Понятно, что у нас нет времени, чтобы во всех деталях все это рассказать. Но смысл такой, что войска были собраны, во главе их встал один из узбеков, Берке Нагай. Они выдвинулись за Кавказье и потерпели сокрушительное поражение от Хулагу, который, ну, в данном случае из его наследников, Абага, он вторгся через Куру и ворвался на Северный Кавказ, где разорил несколько городов золотоордынских, даже захватил какой-то лагерь. В это время Берке с основной частью войска двигался и узнал, что здесь, значит, что-то такое творится, что чуть ли не на грани поражения. Он двинул войска, встретил Нагая и приказал, дал ему войска, и говорит, делай, что хочешь, но должен победить. Он совершил стремительную атаку, разгромил, в свою очередь, значит, этого Багу, но говорят, что в этой битве он был ранен и лишился глаза. Ну, очевидно, что это имело для него самые фатальные последствия, но об этом поговорим позже. Итак, после этого войска вторглись опять в Закавказье, но сил уже для развития наступления не было. И среди, вот есть очень такое интересное сообщение одного из арабских источников, что Берке, значит, ходил по полю и смотрел на погибших воинах с обеих сторон и говорит, что Аллах должен наказать Хулагу. Он заставил сражаться татар против татар. Если бы не было между нами сражения, то мы могли бы захватить весь мир. Но вот тут весь мир не получилось, а
можно сказать, что сцепившись между две ветви чингизидов, ну, обезопасили другие народы, в частности, мамлюки были как раз обязаны тем, что выстояли именно вот это вступление в войну джучидов. И то, что у Хулагу не было таких союзников, а оказались такие противники, должны винить только самих себя. Но надо сказать, что вот это вот сражение, все военное предприятие оказалось, ну, такой вершиной правления Берке. Следующее. Используя вот эту самую победу, он развил активную дипломатическую деятельность, послал Нагая с походом на Балканы. Дело в том, что в это время византийская держава, как вы помните, значит, была захвачена крестоносцами в 1204 году. И, ну, как таковой Византия сохранилась только в Малой Азии, Никейская империя. А на Балканах в это время разгорается восстание, и к власти приходит династия из кипчакского рода Асиней. Ну, болгарских царей, конечно, но на самом деле, конечно, они родом кипчаки. И более того, это какие-то остатки древних тюрок. Асини — это на самом деле Ашина, правящий род тюрок, ну и хазар в том числе. И вот из этого рода, значит, они создали так называемое Второе Болгарское царство, которое существовало вплоть до XIV века, когда было завоевано турками османами. И совершив поход, значит, на Византию, к этому времени византийцы сумели отвоевать Константинополь и крестоносцев оттеснить в Грецию и на острова Родос и ряд других. А он добился, Нагай, что был заключен договор. Константинополь открыл проливы для прохода торговых судов и вернул взятого в плен в свое время турецкого эмира, который был поселен в Крыму. Ну и после этого турецкие эмираты заключили договор о дружбе и сотрудничестве с Улусом Джучи. И благодаря турецким гастарбайтерам у нас в Поволжье появились очень многие архитектурные памятники, ну, в частности, мавзолеи, мечети. В частности, Джами мечеть в центре Болгара была, скорее всего, построена именно анатолийскими мастерами. Вот эти самые 4 контрфорсные башни — это весьма характерный элемент для анатолийской турецкой архитектуры. Ну, целый ряд памятников, в частности, есть медресе в Трабзоне, которая построена именно таким же способом. Она укрепляет углы довольно массивного здания, которое имеет еще и мощную крышу, поскольку Трабзон, там тоже очень много снегопадов, и кровля должна быть очень крепкой. А если не сделать ее, то стены расползаются. Вот эти контрфорсные башни, и в Елабви, кстати, точно такая же конструкция мечети, значит, скорее всего, построенная вот этими мастерами анатолийскими. Так вот, обеспечив беспрерывную торговлю с итальянскими, прежде всего, торговыми республиками, Улус Джучи добился экономического процветания. То есть начинается активная торговля, и за серебро из Европы в Европу поступают товары с Востока: пряности, фарфор, шелк, ну и многое другое. Следующий. Ну, как я сказал, это уже стало таким апофеозом
могущества и политической деятельности самого Берке. В 1266 году он умирает после вот этого самого похода в Закавказье, и ему наследовали другие ханы, которые продолжили его дело, но при этом надо сказать, что они уже не были мусульманами, ну, до определенного момента. Хотя те традиции, которые были заложены в Берке, они продолжались. Ну и если мы говорим, что Батухан это человек, который создал вот эту самую империю, то при Берке она получила устойчивость, то есть экономическую устойчивость и военно-политическую, то есть не дала разгромить себя соседям и установила довольно твердые границы и позволила в дальнейшем этому государству развиваться, ну, переживая подъемы и спады, как это свойственно любому средневековому государству. Благодарю за внимание. Уважаемые участники, настало время вопросов. Смелее, смелее. 41 минута, можно вопрос? Сейчас я сфотографирую. Меня зовут Ренат, спасибо за лекцию, очень интересно. Слайд касательно начала правления Берке. После 2 лет заговоров и мятежей Бату Булевит на ханский престол был возведен Берке. Можно поподробнее касательно Сартака? Это был христианин, насколько я понимаю. Были ли у них, есть ли информация, какие-то противоречия? Если вы внимательно слушали наши анонсы, вы бы пришли послушать предыдущую лекцию, где я очень подробно об этом рассказывал. Сейчас, простите, конечно, ну, 2 слова скажу, но пересказывать лекцию не буду. Ну и в конце концов есть статья, опубликованная в «Миллиард татар», где тоже довольно это емко, сжато и талантливо написано. Значит, суть в том, что действительно Сартак был, скорее всего, несторианином. Об этом есть целый ряд свидетельств как западноевропейских авторов, так и армянских, которые встречались с ним. И даже говорили, что он постарался какие-то льготы и привилегии всем христианам на территории империи дать. Но конфликт между им и Берке был связан не с идеологической властью, не с тем, что один был несторианином, а другой мусульманином. Речь шла о том, какое направление выберет для дальнейшего развития Улус-Джучи вообще. То есть будет ли он также частью огромной империи, либо он станет самостоятельным государством. И вот Сартак, ну, в силу ряда обстоятельств, склонялся к тому, чтобы усилить вот эту самую связь с Каракарумом. А вот Берке, и самое-то главное, что дело даже не в личностях, а в той самой татарской аристократии, которая все больше и больше брала власть в свои руки, то здесь они посчитали, что лучше самим обогащаться за счет вот этой самой торговли и за счет укрепления своей власти, чем передавать эти самые богатства в далекий Каракарум. То есть не религиозный принцип? Нет. А в империи столица откровенно язычники, да? Ну, можно сказать, да. Там, ну, еще раз говорю, тут дело в том, что нельзя назвать их, они были имперцами. Имперская идеология – это несколько другое. Она предполагает, что религия – это личное дело каждого, и, ну, так сказать, его дело, как он дома те или иные религиозные обряды исполняет, это государство не волнует. Ну, как раз, видимо, свойство монголов интересно.
Да. Специально если посмотреть Европу, арабский мир, это было очень... Конечно, А конечно, все здесь я правильно. от вас услышал, Да. это уникальный пример. Да, да, да. Несомненно. В этом смысле Монгольская империя была, ну, предвосхитила время. То есть, здесь главное было и везде, там, в ярлыках, которые были выданы русским патриархам, там говорилось: вы должны молиться за нас и за великого хана. А мы обеспечим вам имущественные и другие иммунитеты. То есть, а вот если кто-то нарушит это и будет колдовать или там призывать против великого хана, вот это уже нельзя, это уже смерть. Поэтому, ну, я уже говорил, что тут есть очень интересные такой фантазийные романы, автор под имени псевдонимом Хольм ван Зайчик, где он описывает страну Ардусь, где как раз есть две столицы, значит, Каракарум и Александрия Невская, значит, нынешний Санкт-Петербург. И вот там как раз все построено на таких имперских принципах, как будто бы империя Чингизида выстояла и дожила до современности. И вот там действительно религия отделена от государства полностью, является полное межнациональное, межконфессиональное согласие, и империя процветает. Ну, это фантастика. Вам спасибо. Можно? Да, да. Здравствуйте, спасибо за лекцию. Меня зовут Эльвира Мехметова, экскурсовод по Болгору. Вот немножечко непонятно для меня лично, что власть передавалась от старшего к дяде, да, получается, вы сказали. Хотя, получается, Чингисхан передает Джучи своему сыну, ну, Угидею. Угидей не был старшим. Но у нее Чингисхана не было дядей. Ну да, то есть вот это же нарушается, вот эта последовательность. Или Угидей там передает Гуюку, да, своему сыну. Ну а вот дело в том, что, ну, понятно, что всякая империя стремится установить монархию. Но если бы это было таким устоявшимся правилом, то, очевидно, это было бы что-то, ну, вот, типа, ну, какой-нибудь там каролинской там монархии. Хотя там тоже такой смешанный принцип. Но, тем не менее. Но здесь важную роль играло то, ну, само понимание вот этой самой империи. Вся эта империя считалась общим наследием всех чингизидов. Ну, если после отделения именно джучидов. Вот они все были, ну, равнозначны. И если мы посмотрим, как происходило избрание того же Гуюка, сохранилось, ну, по крайней мере, в двух списках, то это очень длинно, недаром почти 2 года длилось. Потому что там это очень сложные переговоры. И окончательно, когда там этот Курултай собрался, люди, значит, наиболее авторитетные, выдающиеся, ходят и спрашивают: ты будешь ханом? Он говорит: нет, вот пускай кто-то. Ты? Не, я не буду. А ты? Ну давай, вот все-таки тебя изберем. Хорошо. И вот один из них соглашается. Ну, это все понятно, что заранее все было согласовано, но тем не менее, это свидетельствует о том, что должен был быть консенсус. И вся вот эта самая аристократия, весь правящий класс должен был выбрать. То есть тут не просто сам факт, кого назначить, да, кто вот является сыном, допустим, или дядей, а еще важно, кого выберут. И вот это вот является, ну, таким основополагающим принципом. Поэтому здесь, еще раз говорю, вот Батухан попытался установить, то есть передать
власть сыну Сартаку, и дальше, чтобы двигалась дальше по вот этому самому принципу, да, от отца к сыну. Но не получилось, потому что он в такой контрапункт с мнением аристократии, которая не хотела этого. Но в дальнейшем тоже он вроде бы, значит, сын наследует, а потом, значит, опять это нарушается. То есть тут довольно сложная система. Но я хочу сказать, что в этом смысле на Руси то же самое, такая же система была. Прямого наследия от отца к сыну не было. Она то же самое была такой же лестничной системой. И, например, почему даже московские князья вплоть до 15 века происходили междоусобные войны, потому что, допустим, сыновья Дмитрия Донского столкнулись со своим дядей Юрием, потому что он считал, что Юрий Иванович, что он такой же, сам имеет права гораздо больше, чем Василий II. И то есть вот тут такая система, это просто специфика. Это для средневековья, в общем, достаточно известно. Еще вопросы, уважаемая аудитория? Прошу. Искандер Юрьевич, извините, не успела до конца. Можно еще раз повторить последний слайд, резюмировать. Первое – это исламский вектор. Второе – это самостоятельность, Монгольская да. империя. И еще Торговля, развитая экономика, развитие городов. Спасибо. Еще вопросы? Смелее, смелее. Никто здесь не кусается. Простите, пожалуйста, а вот несториане были связаны с Нестором? Нет, не связано. Несторий был такой патриарх в поздней Римской империи. Он проповедовал единосущность, в отличие от современной догматики, православной и христианской, установилась формула Никейского собора о триединстве и неслиянности Троицы. А Несторий говорил, что все-таки Бог один, и все остальные получают и божественную сущность от Него. И был признан еретиком. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а можно спросить? Спасибо за лекцию. Скажите, а вот Армения, вот раз это Закавказье, вы говорите, это как бы находился империя, а вот Закавказье, а вот Армения, Грузия входили в состав этой империи, который создал? Да, когда как? Значит, в состав частично входили в состав империи халабуидов, или ханидов Ирана. Но только восточная часть. Основная часть Армении все-таки, если считать, как Великую Армению, да, то она попала под власть турецких, сначала Византийской империи, а потом после битвы Манскерт в 1077 году попала под власть турок-сельджуков. Но одно время Закавказье и примерно территорию современной Армении плюс озеро Ван и Сиван, они входили, или признали вассальную зависимость от хана Бату. Но потом, я еще раз говорю, как раз халабуиды, собственно, отняли у батуидов эту часть. Поэтому здесь так они определенное время входили в состав. И патриархи приезжали, и оставили записки очень интересные. Так что был такой эпизод.
молодого человека был вопрос. Прошу. Да, да. Я слышал очень интересное было замечание про караваны, когда караван выходит, ну я так понимаю, из стороны, наверное, Китая, наверное, да, с шелк. Двигается там некоторое время, перебрасывается дальше. Да, Такой челночный да, принцип. да, конечно. Это получается имперские караваны, государственные, потому что сейчас на лицо можно до последнего пункта довезет. Нет, зачем? Как это Они договаривались? все, ну, были разные. Это не стоит недооценивать. Допустим, итальянские республики, которые вели торговлю, ну, это была, ну, там был государственный контроль Генуэзской республики и Венецианской республики над торговыми пристанями, над торговыми предприятиями и над тем, что тратит республика и что получает. До сих пор в архивах Генуи и Венеции там стопки вот этих книг, это огромные, то есть они все скрупулезно вели в 2 экземплярах эти книги. Одну отправляли в Италию, одна сохранялась здесь. И там вообще досконально, допустим, там приехало татарское посольство, значит, им выделено 5, значит, бочек вина, значит, 3 овцы, там через сколько-то мер проса, значит, это все досконально. Там, к сожалению, мы не знаем, о чем были эти переговоры. Там не написано. Но то, что вот они были, и сколько до мельчайшей рыбки там что было выделено, мы знаем. Но это были все равно торговые предприятия, ну, там были и акционерные компании. Ну, то есть частное лицо могло дать свой товар, и государство перевозило. Так, Нет, не государственное, нет, все было частное. То есть собираются люди, складывают деньги, или кто-то объявляет, я собираюсь поехать туда, значит, вот я нанимаю такую-то галею, такое-то, значит, водозамещение, я опытный человек, значит, давайте мне деньги. Он получал расписку, значит, они вкладывали деньги в банк, он ехал на этом корабле с бумагой, проезжал в Сарай или, ну, в Кафу или, допустим, в Тану, ну, близ современного Азова, предъявлял эту бумагу, в местном отделении этого банка ему выделяли деньги, он закупал товары и ехал. То есть все, и в зависимости от того, успешно, не успешно, он получал прибыль, акционеры получали тоже прибыль, и он говорит, еще так, я теперь уже 3 корабля собираюсь нанять. А те, кто возил, это точно так же. Ну, часть государства, ну, например, государство, в данном случае Великий хан, да, он, значит, собрал подати с какой-то провинции Шэньси. Значит, столько-то там, значит, кусков этого шелка. Он его продает. Покупают мусульманские купцы разными партиями. Везут их в Восточный Туркестан. Там перепродают другим. Ну, вот таким образом. Как я вот это Да. То есть редко кто доставлял до конца свой товар. Да, ну, допустим, венецианцы и генуэзцы практически, ну, нет у нас даже 1 или 2, они составили очень такие сложные записки, но они именно поэтому, что было очень сложно, они и поэтому нужны были эти записки. Он тоже скрупулезно записывает пункты, что, где он потратил, на что потратил. То есть в основном это такой, ну, отчет будущим, но это не имело смысла. Они здесь сидели, у них были корабли, и мимо них пройти нельзя было. Все равно, сколько бы ты туда не вез товар, все равно ты придешь в Кафу или там, в Салхат, значит, и там вот они будут торговать с этим Салхатом. Есть ли вопросы еще, уважаемые участники? У меня тогда заключающий вопрос. Если Берке, он был мусульманин, известно ли, к какому он масхабу принадлежал, в какой группе, и не было ли случайно таких внутриисламских конфликтов внутри политической партии? Нет, нет, не было.
Ну, он обычный, это самое наиболее распространенный, но, скорее всего, он был суфим каким-то. Мгм. Да. А Так. неизвестный какой тарикат? Исабеев, Джабандеев? Нет, свой этот самый Бахарзи. Тогда они только еще формировались. Но это, скорее всего, ответвление Исавия. Мгм. А так, обычные, ну, сунниты, то есть это не самые какие-то эти Мгм. шиитов не было. Мгм. Хотя алиитские мотивы в культуре и, видимо, в практике Золотой Орды были. Спасибо большое. Уважаемые участники, если ни у кого нет вопросов, приглашаем вас всех на экскурсию и спасибо, что пришли. Спасибо.